Матвея 6 главу откроем и прочитаем 19 по 21 стих в начале. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там и будет сердце ваше». Сердце ваше вам точно там будет, знаете. У некоторых сердце, это, знаете, вы видели таких мужчин, которые машину свою лучше, чем жену обслуживают? Его сердце настолько прилиплено к этой машине, что он про жену забыл, про своих детей, все время в гараже пропадает, и машину свою. Нет, чтобы жену свою, да? Чистить, одевать, обувать, греть ее, питать ее, водить ее куда-то. Он много. И целыми днями. И потом еще они там собираются, и еще говорят, ой, бабы базарные. Они сами как собираются, а кто они такие? Мужчины базарные, что ли? И они обсуждают, у кого круче машина, у кого круче соседка. И смотрят на это. И здесь написано, да, что мы должны собирать сокровища для небесов. Да? Для небеса. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И потом мы читаем 22 и 23 стих. И вдруг резко Иисус переходит и как будто поменял тему. Так странно очень. Я иногда читаю вещи про моль, про ржу, и вдруг он переходит на зрение, на око переходит. Но он в действительности для чего это делает? И он говорит это, когда мы читаем, он говорит, светильник для тела есть око. О чем Иисус говорит здесь? Что здесь вот мы должны сосредоточиться на Господе. И как я уже говорил, у нас много всяких мнений. И здесь первый взгляд, посмотрим, 22 стих читаем. Давайте мы посмотрим вначале, о чем говорится в 22 стихе. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». Знаете, как оно переводится, чистое око? Оно переводится, это вот, простой взгляд твой. Очень простой должен быть взгляд твой. Это очень важно. Слышите, дорогие, простой твой взгляд, подлинный взгляд, не какой-то искаженный, подлинный твой взгляд должен быть. Искренний, милосердный взгляд, добрый, щедрый на других людей ты должен смотреть. Как мы смотрим на этот мир? Мы всегда смотрим на этот мир что-то, чтобы взять, хочу. И все наши глаза, они бегают туда-сюда. Но взгляд наш должен быть заточен на том, чтобы мы смотрели на Господа. Мы здесь читали об этом, да, искать эти сокровища. И тогда наш взгляд будет щедрый, милосердный, простой. Подлинный взгляд будет, чистый. Это чистое будет око. Но мы здесь будем смотреть 23 стих. Почитаем. «Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» Вот это лукавое, знаете, лукавое, злое, дурной взгляд. Вот чистое око, это, говорят, зеркало души у человека. Посмотришь в глаза и все. Или ты влюбишься, или ты будешь слушать этого человека. Но здесь есть коварный, злой взгляд. Вот это лукавое, злое, дурной глаз, который, говорят же, сглазил там. Вот. Что Иисус хочет сказать нам, Иисус Христос? Вот на чем сфокусированы наши глаза. Это очень важно, на чем сфокусированы наши глаза, наш взгляд. Как я вам уже говорил, весь мир, он лежит во зле, он лежит и живет в грехе. У них взгляд совсем другой, худой, потому что они приводят к каким? Худой взгляд приводит к обидам, к распрям приводит, к лжи, к сплетням, к насилиям, убийствам. Потому что там нет света. Там нету света. И люди сбиты, знаете, они сбиты с правильного пути. У них фокус просто сбит. И они смотрят только на одно. У них худой глаз. И это темные, грязные взгляды. Притча 23 главу откроем. 23 глава и прочитаем 7 стих. Здесь написано: «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он.
ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Знаете, это люди этого мира так. Мы, братья и сестры, мы христиане, мы не должны так. Если позвали в гости, то смотришь, вот это да, он мелет, кушает, и смотришь там. Откуда он взялся такой, да? Голодный. Все смел, весь стол. А потом еще спрашивает, как тот Винни-Пух, а у вас еще что-нибудь есть? Вот. У нас не должен быть такой взгляд. Знаете, у Евы и Авраам, Ева как она попалась? Она увидела, как приятно это дерево, да? Как вкусно это. Она посмотрела, приятно для глаз там написано было. Для глаз было приятно этот плод. И она взяла и ела это. И они согрешили, также упали. Также и Давид. Знаете, вот говорят же, лень – это кузница дьявола. В действительности, это кузница дьявола. Потому что раньше я никогда не работал. Вот ленился, и это кузница дьявола. Пойдешь, что-нибудь возьмешь, ограбишь. Там, вот это, да, вот жертва идет. Хорошая шапка. Знаешь, темный взгляд, худой. Надо снять. Так он здоровый, надо как-то вырубить его. И худой взгляд сразу. А знаете, люди вырубают и убивают людей. Вот. И у нас не должно быть так, как этот мир. Что делал Давид, когда он пришел, победил, там у него были победы, он весь в славе, он ходит, и вдруг он ходит, гуляет, и вдруг он вышел там, на балкон, можно сказать, и увидел эту Версавию, она голая там мылась. И все, он увидел, она красотка там, 90, 60 на 90, и он глазами там ее, и потом план у него созрел, через около информации зашла, и это все худое, и у него план сразу созрел. Так, у нее есть муж, мужа надо как-то подвинуть. А как его подвинуть? Надо его на войну послать, на самую горячую точку, чтобы он там еще умер. Я завладею ею. Послал его, и он там же в бою погиб. Храбрый воин погиб в бою, и он завладел ею. Но это ему сказалось потом. Давайте мы посмотрим, какое бывает худое око. Каким бывает худое око. Мне нужно торопиться. У меня много говорить, но время, смотрю, бежит. Давайте посмотрим. Первое – завистливое око. Завистливое око. Иакова откроем. Первое – завистливое око. Иакова 3,16. Иакова 3,16. Иакова 3,16. Прочитаем. Здесь написано: «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Мы говорили, худой, плохой глаз – это темный глаз, дурной глаз. Вот. И никогда не завидуйте богатым. Богатые тоже плачут. Вы слышали? Вы встречали? Я встречал таких людей сам в жизни, которые плачут. Почему они плачут? Потому что они только хвалятся своим богатством, а на самом деле они в шелках, как в долгах, как в шелках. В кредитах же, кредит на кредите живет, как на драконе сидят на хвосте. И кредит, следующий раз кредит, и одни кредиты. Тоже плачут богатые. Не завидуйте богатым. Вот. Конечно, есть, слава Богу, мудрые, наставленные люди, которые учатся всегда. Не завидуйте никогда. Например, вот меня очень удивила одна сестра, это давно было, и это не здесь, сразу вам говорю. Она пришла и говорит: я очень завидую вот той сестре, у ней муж такой красивый, а у меня такой маленький. Я говорю: ты знаешь, сестра, муж-то тебе дан от кем? Богом. А ты завидуешь. Знаете, вот так люди завидуют. Например, завидуют: о, у того Ландкраузера, у меня Запорожец. Да? Ну, ты на Запорожец заработал. Он на Ландкраузер заработал. Если не проворовал, не воровал и кредит не взял. Не надо завидовать. Или радуемся очень. Ты слышал, там у соседа дача сгорела, богатый этот был. Ой, я так радуюсь. Ой, слава Богу, Бог его наказал. Завистливый и радуется этому. Не надо этому радоваться. Вот. Знаете, вот и мне как-то раз нам с Таней говорит: вот вы такие хорошие, такие прекрасные, у вас такая семья. Так,
Я говорю, поверь мне, не надо здесь ля-ля-ля. У нас тоже есть проблемы, у нас тоже есть ситуации такие. У нас и были трудности такие, что и разбежаться хотели. Да? Но у нас все наладилось. Но слава Богу, потому что у нас есть Бог. Потому что нужно смотреть не на проблему, нужно смотреть на благословение. На Божье благословение. Второе, похотливое око. Нет, мы здесь прочитаем вот Иакова, который завистливое око евреям, там мы забыли, евреям 13 глава, очень хорошее место Писания. Евреям 13 глава, и здесь прочитаем 5 стих. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Не надо вот это вот за деньгами этими бегать. Не надо на это смотреть. Довольствуясь тем, что у нас есть. Мы всегда довольствуемся, что нам Бог дает. И всегда радуемся это. Всегда говорим детям об этом. И вы должны стремиться к чему-то большему. Вот. Потому что Бог, Он никогда нас не покидает. Он всегда нас благословляет, всегда нам дает. Похотливое око. И откроем Иакова 1 главу. Иакова 1 главу. Не будем много задерживаться, потому что у нас не так много времени. Да? И здесь написано «похотливое око», 14 и 15 стих. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Все. Вот похоть. Похоть от чей? Хочу, хочу, хочу. Глаза бегают. Ты смотришь на этот мир, пришел в магазин, и, как говорят же, голодный не ходи в магазин, всякую ерунду купишь. Глаза будут бегать, здесь все будет слюня подходить. И всякую ерунду напокупаешь. Потом думаешь, зачем я это купил? Вообще это не нужно. Больше половины выбросить все надо. То, что напокупал. Потому что глаза, они смотрят. Давайте вот хороший пример Давида. Вот Псалом 100 откроем, Псалом 100. И там прочитаем 3 стих. 3 стих прочитаем там. 100 Псалом, 3 стих. Здесь написано, это Давид говорит, после того, как он все это согрешил, прошел эти трудности, и потом он понимает, что через глаза эта информация пришла, он упал, через его око, да, вот это. И он в 3 стихе здесь пишет, «Не положу перед очами моими вещи непотребной». Вот. Видите, он говорит, «Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». Это означает отказ. Отказ на что-то смотреть, на этот грех, на этот мир. Когда они летом женщины оголенные ходят, не надо туда смотреть, братья. Смотри на свою жену. А то подзатыльник получишь, если у тебя жесткая жена. А если добрая, то ты ее обижаешь очень. Ты ее опускаешь в глазах ее. Просто опускаешь ее. Глаза же – это окна души. Вот. Надо ненавидеть это зло. Вот истинная борьба, она происходит где? В сердце в нашем, внутреннего. У нас должно быть внутреннее отвращение к этому. 3. Боязливое око, страх. Марка откроем. Марка 4 главу. Марка 4 глава. Боязливая 4 глава. Марка. И там читаем. 4 глава, читаем 37 по 41. Здесь написано, «И поднялась великая буря, волны били в лодку», когда они по морю ехали, да? Иисус там с ними был в лодке. Так что она уже наполнялась водою, а он спал, Иисус спит на корме, на возглавии. Его будет и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань», и ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собой, «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Вот это
страх, когда штормы, когда наша жизнь приходит, мы на кого должны смотреть? На Иисуса, на Его Слово. Иисус всегда в нашей лодке, Он всегда в нашей квартире, Он всегда с нашими детьми, Он всегда с нами. Куда бы мы ни пошли, Он всегда рядом с нами. Он и спереди, и сзади, Дух Святой и слева, и справа. Он всегда поддержит. Он всегда подскажет, Он всегда скажет. Потому что это Дух Святой. Он научит всему. Там написано, Он научит всему. Дух Святой научит всему. То помазание, которое Он дал нам, Он научит нас всему. И нам нужно стоять просто на Слове. Так что добро пожаловать на библейские курсы, дорогие, чтобы на этом Слове стоять, чтобы это Слово держало, чтобы вы, когда пойдете в какое-то сражение, какой-то шторм, какую-то бурю пройти, вы не должны быть пустым, вы должны быть сильным Божьим человеком. Аминь. Горделивое око. Иакова 4 главу откроем. Иакова 4 глава. Иакова 4 глава. И прочитаем там 6 стих, здесь написано. Но тем большую дает благодать. Посему сказано, Бог гордым, слышите, Бог гордым противится. Он ненавидит зло. Почему он противится? Он знает, гордые, они делают много зла, который горделивый, который нос свой заносит, который важный вид делает, который смотрит на людей свысока. Если надо, он пробежится по их головам, чтобы использовать в своих целях. Вот. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Все. Если у тебя есть благодать, ты смиряешься под крепкую руку Божью, Бог сразу дает тебе благодать. Через благодать ты получаешь то, что тебе нужно. 5. Злое око. Иоанна откроем. Иоанна 3 главу. Иоанна 3 глава. Иоанна 3 глава, 20 и 21 стих почитаем. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». Аллилуйя! Знаете, я думаю так, у нас вряд ли в церкви есть люди, которые хотят кого-то убить, кого-то отравить. Или есть такие? Нету? Если что, к Алексею Александровичу подходите. Потому что есть христиане злые очень. Я таковым был. Но Бог, слава Богу, Бог работает. Он не оставляет, когда у тебя есть жажда, когда ты хочешь изменяться. Вот. Знаете, просто, очень просто. Если ты кого-то не хочешь, не можешь терпеть, не хочешь видеть здесь в церкви. Знаешь, есть люди, которые, я не хочу его видеть, я не хочу его слышать. То мы можем и говоришь коварные слова еще вдобавок. У тебя очи худые, у тебя информация худая, и ты говоришь, понимаете, когда информация приходит, оно где? Оно в мозгу здесь работает, потом туда падает, и потом ты начинаешь действовать. Вот Матфея откроем, 5 глава, от Матфея 5 глава. Очень жесткая, очень жестко сказано здесь. 22 глава. Когда ты читаешь, ты очень меняешься. Когда слово приходит в твою жизнь, оно очень радикально тебя меняет. Или ты меняешься, или ты просто на уровне знания. Знаешь и живешь на этом уровне знания. Вот 22 глава и 5 глава Матфея. Почему я 22 говорю? Матфея 5 глава, 22 стих. 22 стих. Здесь написано: «А я говорю вам, что всякий, гневающий на брата своего, напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака?» Рака, это знаете, как переводится? Это значит пустой человек, глупый,
ничтожный человек. Ты так думаешь, если ты так говоришь, он пустой, глупый человек, этот брат, какой-то не такой. Вот. Подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Вообще жестко. Безумный с еврейского – это мятежник, переводится, мятежник, который затрагивает духовную личность, да, духовную жизнь этого человека. Он говорит, ты мятежник, ты идешь против Бога. А как ты можешь решить, что он идет против Бога? Ты не можешь, только Бог решает это. Что он отступник какой-то, вот, то ты тогда будешь в аду гореть. Если ты так говоришь про человека, за спиной его ходишь и распространяешь. Вот он так поступил со мной, вот это он так сделал, вот так он говорил, вот так он делал. Значит, это грязь, помойка. Потому что глаза худые, око. Ты получаешь неправильную информацию. Мы должны получать правильную информацию от Бога, чтобы концентрация света у нас, она зашкаливала. Вот. Римлянам 12 глава, прочитаем. Римлянам 12. Ясные, четкие указания дает. Римлянам 12 глава и 21 стих прочитаем. Ясно, четко говорит. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Чем он злее тебе делает, тем больше добра делай ему. Тем больше. Подари ему подарок. Приди, удиви, подари подарок ему. Писание об этом говорится, что мы должны прийти. Сделай ему какой-то хороший подарок. Не будь побежден злом. 6. Затуманенное око. 2 Петра. 2 Петра откроем. 2 Петра, 2 главу. 2 Петра, 2 главу откроем. И прочитаем там 1 и 2 стих. Здесь написано «Затуманенное око». «Были же и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Вот слышите, да? Сейчас в интернете столько много учений. Знаете, не надо приносить это на домашнюю группу. Учение вот этот сказал, вот этот вот так сказал. Учение всякие движения, и в пророчестве есть хорошие служения пророческие. Но основная масса там это все дребедень. Говорят одно, и людей не сбывается. Люди потом через некоторое время узнают и говорят, почему ты так сказал про мою жизнь? Ничего не исполнилось. Уже ты мне 15 лет тому назад сказал об этом. Знаете, сколько сейчас таких людей обманутых, которым пророчествовали, говорили, но ничего в их жизни не исполнилось. То, что они говорили об этом. И не нужно это приносить на домашку и говорить, вот, у нас пастор сказал об этом, а вот там вот эти учителя сказали вот это, и нести вот это. И вы, пастора домашней группы, будьте мудрыми. Всегда нужно остановить такого человека. Сказать, если вам нужно что-то, вы хотите что-то против, вот идите к пастору, идите там к Олегу Ивановичу, идите Любовь Николаевну. Поговорите с ними. Навяжите им вашего учителя, которого вы считаете великим. Мы 1 Иоанна откроем, посмотрим, очень хорошее место. 1 Иоанна, 4 глава, и 1 стих там прочитаем. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога. Ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». В интернете пруд-пруди. Их не надо. Это в то время, когда не было ни телевидения, ни интернета, их уже много было. А сейчас пруд-пруди. И поэтому нам нужно кушать Божьей семьи с этого стола. Конечно, я вам не говорю, что никто вам не запретит. Вы можете смотреть, но вы должны уметь тогда различать. Вот почему нужна Библия. Вы должны различать. Око, о чем мы сегодня говорим, оно чисто, да? Тогда вы будете различать, что это темное учение. Это худое учение.
Вы будете различать, Дух Святой вам будет давать. Вам никто все равно не запретит, но лучше этого не делать. Лучше учиться здесь. Ходите в библейские курсы, ходите на какие-то семинары, прибудьте здесь, общайтесь друг с другом, ходите на домашние группы, разбирайте. Но никогда не спорьте, не делайте споры, распри. Это вообще ни к чему хорошему не приводит. Матвея 5 главу откроем. Вот здесь у меня 10 минут, да? 5 глава, надо ускоряться. Он говорит, как, говорит, надо ускоряться? Говорит, вот так надо. Говорит, и все, говорит, ускорился, да? Отмотай, говорит, назад. Отмотали, говорит. Давай, 5 глава, 28 и 29 стих прочитаем. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею и в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб ты, один из членов твоих, и не все тело твое было ввержено в гиену. Вот почему светильник для тела, да, это око. Потому что через око все твое тело сгниет, понимаете, твоя душа, дух, оно все сгниет у тебя. Просто сожрет. Это темные силы, да? Это слова, вот эти слова обращены к нам. Призыв не к физическому насилию себе. Знаете, вот монахи, они не понимали много, и много себя там били плетками себя, ножами там себя кололи, еще чего только не делали. Всякую ересь буквально понимали. Здесь метафора это. Иисус говорит метафору, да, вот как бы гипербола, вот это преувеличение. Вот. Для чего? Чтобы было понятно нам, чтобы мы отвращались от этого зла, чтобы мы бежали от этого. Знаете, тут какие красотки ходят, там вот с такими ресницами, там стреляет из пулемета. Жена говорит, он пенсионер, чего вы стреляете на пенсионера? Вот красавцы и есть, да, мужчина. А чего в пенсионера-то стреляете? Некому стрелять, что ли? Пенсионера стреляют. Ой, братья, которые молодые, вам нужно держаться Бога, ближе прилепляться к Нему. Понимаете? Ближе прилепляться. Вот. Давайте рассмотрим, как сохранить свое духовное око. Псалом откроем. Псалом 15. 15 Псалом. 15 Псалом. Читаем там 8 стих. «Всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Взор на Бога. Мы не должны поколебаться. Мы должны смотреть только на Него. Только постоянное вот это духовное присутствие Бога. Он рядом все время со мной здесь. Чуть не так, куда-то в сторону. Бог здесь, я здесь, Олежка. Ой, ты здесь. Я все вижу, я все знаю. Он всегда рядом. Его защита, его ограда, знаете, сколько его защита, ограда. Если рассказывать, сколько он меня защищал, сколько его ограды было, это безостановочно можно рассказывать, сколько раз он спасал. Когда у тебя упование есть, непоколебимое упование на Господа, когда ты к Нему стремишься, вот это и есть ограда. Давайте посмотрим основные практические шаги. Их много может быть, но мы основные. Первое – это исповедание. Исповедание, когда грех приходит. И оставление этого греха. Притчи, 28 глава. Откроем 28 главу. Надо ускоряться. 7 минут. Притчи, 7 глава. А то рубильники вырубят, да? 7 глава. Будем читать. 28-я, что-то я там застрял вообще. 28 глава, 13 стих. Читаем. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован».
Слышите? И тогда Бог, мы прежде всего перед Богом исповедуемся. Но также, если у нас есть такие какие-то грехи, которых мы не можем избавиться, запинающие какие-то страшные грехи, то вы можете прийти к пастору, к Любовь Николаевне, сестры можете подойти, там к своим сестрам духовным подойти. И 1 Иоанна читаем, вот здесь написано 1 Иоанна, я уже эту Библию листать. 1 Иоанна, 9 стих. 1 Иоанна, 9 стих. Здесь написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Все. Вот. И потом у нас должно быть обновление. Мы покаялись, исповедовали, у нас должно обновляться. Через глаза что должно заходить? Не этот мир, не этот телевизор, не этот интернет. Знаешь, один клик, и ты в интернете там уже в грязи сидишь. Один клик, и все. Красивые голые женщины вокруг. Один клик только. И все, мужчины, братья, слышите? Кто сидит, приходите на исповедание. Я вас с любовью на небеса. Аминь. Вот нам нужно обновляться. Как обновляться? Вот Римлянам откроем. Римлянам 12 глава, здесь написано, 12 глава, 2 стих, здесь написано: «И не сообразуйтесь с веком сим», с этим миром, с веком сим, не надо сообразоваться, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Вот информация у вас, если это есть, вашей, то вы поступаете по Божьей воле, благой, угодной и совершенной. Не по человеческой своему хотению, не по своей воле обновиться. Псалом 118, очень хороший псалом. Я его время от времени всегда. Псалом 118, 11 стих. Очень хороший. Одиннадцатый стих. «Сердце моем сокрыл я Слово Твое». Твое Слово в сердце у меня здесь, оно здесь, обновление, вот здесь, оно находится у меня. Когда через глаза заходит эта информация, оно здесь у меня. Я Слово Твое сокрыл в сердце своем, чтобы не грешить мне перед Тобою. И тогда перед женой, тогда перед детьми, тогда перед братьями и сестрами. Чтобы я не согрешил. Это слово внутри меня. Это слово, оно как меч обоюдоострый. Это слово, которое есть любовь. Это слово, которое есть милость. Это слово, которое есть сила Божья. Вера есть. Прощение. Это слово, которое не дает мне согрешать и уходить. Почему я не ушел от Тани? Потому что я любил Бога больше, чем ее. Я сказал только одно: я больше люблю. Я всегда ей говорил: я больше люблю. И она по первости удивлялась. Я говорю: я Бога больше тебя, и ты должна Бога больше любить меня. Когда она вокруг меня все время: пойдем. Я говорю: Бога люби так, не меня. Бога так люби. А потом это уже... И давайте третье. Начинать жить по духу. Побеждать греховную природу своими силами невозможно. Только Бог может помогать. Когда Он одесную меня, Он рядом, Он ведет меня. Галатам 5 глава, 16 стих. Галатам 5 глава, 16 стих. 5 глава, 16 стих. Здесь написано: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Аллилуйя! Мы должны смотреть. Дети – это благословение. Благословение. Но иногда трудности приходят. И я не смотрю на трудности, я смотрю на благословение свое. Бог мне дал. Не на трудности, что мне трудно. Они когда подростки, знаете, их как надо кормить, когда их там 4. Сколько готовить надо, Таня? Там 7-литровые кастрюли. Все время.
Танюшка моя готовит им. Слава Богу. И это благословение. Они так, ух, все сожрали. Ух, вы что так кушаете много-то? Это благословение.